Здравствуйте. Сегодня мы вспоминаем о событиях, приходящихся на третью неделю последнего месяца весны. Итак, начнем. 19 мая 1989 года Сыктывкар посетил академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Еще совсем недавно ученого с мировым именем, выдающегося правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира власти именовали отщепенцем. Ему только в 1986 году разрешили вернуться в Москву из Горьковской ссылки, а в 1989 году Андрей Дмитриевич Сахаров стал народным депутатом СССР, одним из лидеров межрегиональной депутатской группы. Власти побаивались Сахарова, их раздражала его бескомпромиссность, но с ним вынуждены были считаться. Слишком велика была популярность недавно опального академика. Для многих он был символом и надеждой новой России. В Сыктывкар Сахаров прилетел всего на несколько часов, чтобы поддержать своего давнего сподвижника, ученого и правозащитника Револьта Ивановича Пименова на первых в новейшей истории страны демократических выборах. Он провел 3 встречи с избирателями, но залы не могли вместить и малой доли тех, кто хотел услышать Сахарова. У Дома политического просвещения, это нынешняя Академия Госслужбы, собралось несколько тысяч человек, не сумевших попасть в зал. Пришлось установить динамики на улице. Такого Сыктывкар еще не видел. Вечерним рейсом Андрей Дмитриевич Сахаров летел в Москву. Горько, но всего через 7 месяцев его не стало. Прошло 7 лет. Другое время и другие выборы. 24 и 25 мая 1996 года президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин с супругой посетили Воркуту. Это был уже 3-й приезд Ельцина в нашу республику. 13 и 14 августа 1990 года он приезжал в Сыктывкар и Воркуту, и 11 июня 1991 года в Сыктывкар. Но тогда он был председателем Верховного Совета РСФСР, а сейчас президентом России. Это был первый визит главы нашего государства в Республику Коми. Визит как никогда широко освещался в прессе, ведь это был предвыборный марафон Ельцина, помните, «Голосуй сердцем». Газеты того времени читает Алексей Рогачев. Газета «Молодежь Севера» писала: Воркуту специально к приезду президента не готовили. Больше всего забот было у милиции, которая с 18 мая перешла на усиленный режим несения службы, и у штаба ГО и ЧС, поскольку 16 мая в Воркуте мела пурга. 25 мая первая предвыборная атака президента состоялась в школе номер 40, где как раз в этот день проходил последний звонок. Здесь Бориса Николаевича в очередной раз встретили хлебом с солью и проводили в спортзал, где уже собрались учителя и выпускники. Президент усадил рядом главу Республики Коми Спиридонова и устроил школьникам экзамен на знание истории Воркуты, Коми-края и реформаторства в России. Отвечали выпускники неплохо, разве что их в шок поверг вопрос, как раньше называли коми-зырян. Школьники начали перешептываться с учителями, но тут Борис Николаевич сообразил, что ответ содержится в самом вопросе. Газета «Республика» отмечала следующую деталь визита. В поездке Бориса Николаевича сопровождала супруга Наина Иосифовна Ельцина. Самое искреннее удивление у первой леди государства вызвали воркутинские сугробы. Заканчивался май. В Москве в это время асфальт плавился от жары. А тут стоило лишь свернуть с центральных улиц города, и кортежи Ельциной застревали в снежных завалах. Как отметили практически все республиканские газеты, Ельцин вел себя просто, порой даже излишне экспромтно. Он подписал заведомо невыполнимые указы, потом их пришлось отменять, подарил машину одной из воркутинок, правда потом ее пришлось оплатить руководству Воркута угля. Традиционно спустился в шахту. Для детей выделено специально, мам, 9 миллиардов рублей на детский отпуск для детей. И здесь он не спустился, Фадеев? Нет, Борис, нет, кто вам сказал? Нет, боится. Министр путей сообщения, который детей отправляет на юг бесплатно. То есть он подписал вчера наше письмо? Да. Что и говорить,
поездка Ельцину удалась. Воркута еще долго вспоминала этот визит высокого гостя. Следующие два сюжета биографические. 22 мая 1913 года родился один из первых профессиональных коми-художников Николай Лукьянович Жилин. О нем рассказывает Анастасия Рожина. Николай Жилин – выходец из деревни Кыдзин Яринского уезда. 17-летним юношей он отправляется в Омск поступать в художественный техникум. Через 5 лет получает диплом, но не заканчивает на этом свое образование. В 1938 году Жилин едет в Москву для учебы в художественном институте на отделении по повышению квалификации. В начале 40-х профессиональный художник Николай Лукьянович Жилин приезжает на Коми-землю и активно участвует в художественных выставках. 1943 год стал очень значимым в жизни художника. Именно в этот год он становится членом Союза художников и пишет работу, которая многократно выставлялась на московских художественных выставках. Это портрет лауреата Государственной премии РСФСР Федора Александровича Торопова. Жанр портрета оказался наиболее близок Николаю Жилину. В результате творческих командировок по республике он создает портретную галерею своих современников – лесорубок, доярок. В 1948 году Жилин организует свою первую персональную выставку в Республиканском драматическом театре. Труд Николая Жилина был оценен. В 1949 году ему присуждают звание заслуженного деятеля искусств Коми АССР. Но это не уберегло художника от резкой критики и обвинения в спешке в работах в начале 50-х годов. Жилин продолжает работать, писать мотивы, подсказанные Коми краем. В 1974 и 1984 годах вновь проходят его персональные выставки, на которых Николай Лукьянович предстает многогранным мастером. Умер Николай Лукьянович Жилин, один из первых художников нашей республики, 25 декабря 2000 года в Москве, на 87-м году жизни. А его произведения хранятся в Национальной галерее Республики Коми и являются достоянием нашего края. 25 мая 1835 года по старому стилю в Иссысольске родился Георгий Степанович Лыткин, пожалуй, первый коми-ученый, имевший российскую известность. Георгий Степанович Лыткин – выходец из уважаемой в Иссысольске купеческой семьи, но, правда, к тому времени уже не богатой. Семья была грамотная, но ведь это не объясняет, почему купеческий сын из маленького захолустного городка столь страстно стремился к знанию, к научным занятиям. Он закончил приходское и уездное училище, казалось бы, куда больше. Но в 1848 году Георгий Лыткин навсегда покинул родной Иссысольск. Отправился учиться в Вологду. В 1954 году поступил в Петербургский университет, каковой и закончил с золотой медалью в 1859 году. Ведь какой факультет закончил? Восточный. Был оставлен при университете, предпринял несколько поездок в Калмыкию, где обнаружил старинные калмыцкие хроники, перевел их на русский язык и прокомментировал. В Калмыкии Георгий Степанович Лыткин почитается как один из первооткрывателей и исследователей калмыцкого эпоса. Возможно, он так и остался бы востоковедом, стал бы университетским профессором, но молодого ученого увлекли бурные события эпохи реформ. Он стал горячим поклонником Чернышевского, был связан с революционной организацией «Земля и воля». У него дома даже помещалась подпольная типография. После разгрома «Земли и воли» он избежал тюрьмы, но путь на университетскую кафедру ему был навсегда закрыт. С 1871 года Георгий Степанович Лыткин – преподаватель 6-й Петербургской гимназии. Вроде бы рядовой учитель, но это не совсем так. Он, например, издал 3 учебника по географии и никогда не забывал родной край.
отдавая много времени просветительской работе. Он писал стихи на коми-языке, переводил на коми-язык Пушкина и Ушинского, книги священного писания, составил русско-зырянский словарь, но главный его труд – книга «Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык», опубликованная в 1889 году. Сам Лыткин писал, что эта книга предназначена для народных зырянских школ, как пособие при изучении зырянами русского языка. Но Зырянский край, конечно же, не просто пособие. Это капитальный научный труд, в котором собраны исторические, литературные и фольклорные тексты на русском и коми-языках, грамматика, словари коми-языка, описание памятников древних коми-письменностей. Эта книга не потеряла своего значения и сегодня, и хорошо, что она переиздана трудами писателя Льва Смоленцева. Георгий Степанович Лыткин прожил долгую жизнь. Он скончался в 1907 году и похоронен в Петербурге. Но добрая память о выдающемся ученом и просветителе будет храниться вечно. В заключение об одном из самых интересных, но, наверное, не очень известных музеев нашей республики. 21 мая 1968 года создан Музей геологии Коми-научного центра. С ним нас познакомит доктор геолого-минералогических наук Лев Васильевич Махлаев. Вот эта красота, которая окружает, она успокаивает сердце. А потом, иногда здесь даже и подсказки приходят в голову, чисто по научным проблемам. Хотя это тоже одна из функций музеев – будить мысли, не только давать наслаждаться. Ну а если вот говорить о красоте, вот я больше всего, наверное, люблю все-таки из наших минералов кварц со всякими его разновидностями. Ну, во-первых, потому что это, скажем так, недорогой камень, весьма широко распространенный у нас на Урале, в Северном, его очень много. Но потом, удивительно, этот камень при очень однообразном, простом химическом составе, ну что такое оксид кремния? Силициума-2, вся его форма. А он настолько многообразен по окраске, по некоторым особенностям строения. Вот ювелиры уверяют, что у них 700 названий для разных разновидностей вот этого самого камня. Ну, я так назову, все, скажем, знакомые, но все знают, есть горный хрусталь, это кварц, раухтопаз, это кварц, аметист, это кварц, цитрин, это тоже кварц. И, в общем-то, много вариантов, действительно. А если говорить серьезно, яшма, агат, это тоже разновидности кремнезема. А там тигровый глаз, соколиный глаз, кошачий глаз. Это все тоже разновидности этого же минерала. И вот здесь есть два моих самых, наверное, любимых камня. Я вот очень люблю аметист, и вот второй очень любимый цитрин. Вот у него такой не просто желтый цвет, там есть и желтизна, и зелень. Чем-то похож вот на солнечную опушку, когда посмотришь, вот цвет переникла солнца, там очень приятен. Ну, а много вот здесь другие красивые. Смотрите, вот нежно-розовый. Потом, вот, скажем, такой кварц называется волосатиком. Там внутри дымчатого кварца, раухтопаза, тонкие иголочки другого минерала, оксид титана, рутил. И они такой золотистые, блестящие. Это как бы, ну, как законсервированные лучики света в самом этом камне. Вот он весь сияющий, а внутри, вон в этих бусах, это тоже прекрасно видно, в кулонах, подвесках. Великолепный камень. Музей действительно интересен и приятен во всех отношениях.